Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в выпуске. Актуальная тема. Ветераны энергетической отрасли сделали обращение к гражданам страны. Экскурсоводы-нелегалы. Как с ними бороться? Мое откровение. В ЦВЗ открылась персональная выставка Людмилы Будяк. Президент Абхазии Аслан Джания отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Джания проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным. Как сообщает пресс-служба правительства, обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в социально-экономической и гуманитарной сферах с акцентом на совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и сохранение здоровья населения республики. Были намечены планы проведения торжественных мероприятий в столице по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с учетом текущей эпидемиологической обстановки в Абхазии. Жители Кубани освобождены от тестов на COVID-19 после поездок в Абхазию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Заполнять анкету и проводить тестирование не нужно гражданам России, зарегистрированным в Краснодарском крае и посетившим Абхазию, и гражданам, проживающим в Абхазии, которые приезжают на работу, учебу или по другим краткосрочным делам, говорится в сообщении. Напомним, что Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Теперь перед выездом необходимо заполнить анкету въезжающего на портале госуслуг. А после прибытия в течение 3 календарных дней пройти ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 и разместить результат в специальной форме на портале не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и любыми другими. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Республики Абхазия на зимний период обучения с 20 по 22 апреля Министерство обороны проводит командно-штабное мобилизационное учение с 1-й стрелковой бригадой резерва и военным комиссариатом Учимчирского района. Учения проходят на базе районного военного комиссариата в районе боевого применения 1-й стрелковой бригады. Цель учений – повышение навыков офицеров управления и штаба бригады резерва планированию, организации и выполнению организационных мероприятий, оказания помощи обучаемым. На основании плана основных мероприятий в Вооруженных силах Республики Абхазия проводятся плановые учения, командно-штабные мобилизационные учения с 1-й стрелковой резервной бригадой. По теме приведения Ачимчирского военного комиссариата и 1-й стрелковой бригады в боевую готовность полная. Сегодня на базе Ачимчирского военного комиссариата формируется, призывается резервное подразделение из состава бригады, а именно минометная батарея, которая на основании утвержденного плана будут выдвигаться в населенный пункт Сабал, будут проводить определенные мероприятия до 22 числа, где намечен последний этап. В энергетической отрасли Абхазии сохраняется сложная ситуация. Ветераны энергетики сделали обращение, в котором призывают граждан республики отнестись с пониманием к работе Черноморэнерго и предпринимаемым мерам по выводу отрасли из кризиса. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Энергосистема Абхазии прошла непростой путь от послевоенного восстановления до обеспечения условий стабильного энергоснабжения. И все это несмотря на скудную материально-техническую базу. В основном самортизированный фонд, введенный в эксплуатацию в 70-80-х годах прошлого века. На сегодняшний день, по оценкам российских специалистов, только в сетевое хозяйство Абхазии необходимо более 20 миллиардов рублей в качестве инвестиций. Сегодня ситуация в энергосистеме такова, что единый оператор передающих и распределительных сетей просто выживает, не имея возможности развития за счет собственных средств. Нагрузки очень высокие, а цена за электричество слишком низкая. Последние годы тариф не увеличивался, а себестоимость передачи электроэнергии и распределения в 2 раза ниже мы получаем средний тариф. Наше население платит приблизительно 22% электроэнергии, которую они потребляют.
Проблемы в энергетике накапливались десятилетиями. Каждую зиму электрики и население Абхазии сталкиваются с большими сложностями в электроснабжении. Но зима 2021 года оказалась самой тяжелой. Причина – многие факторы. Это повышение нагрузок, погодные условия и остановка Ингургэс. Все это время энергетики, несмотря на все трудности и ненормированный рабочий день, зачастую рискуя жизнью, выполняют свою работу. Сегодня борьба с незаконными потребителями в республике продолжается. Но в этот список входят не только майнеры, но и те потребители, которые незаконно подключены к трехфазным сетям и не платят за электричество, а их большая часть. Сейчас идут активные рейды по их отключению, но вначале об этом сообщают. Однако бывает и так, что не всегда успевают оповестить. Это единичные случаи. Трехфазные, кто имеет потребителей, если оно не имеет разрешения, специальное разрешение от Черноморэнерго, их предупреждают. Если не оформляют, тогда их отключают. Предупреждают обязательно. А у многих нет разрешения У многих нет разрешения, поэтому сейчас рейды идут, те, которые дают им срок по возможности оформить, если это технически возможно. Если технически невозможно, предупреждают и потом отключают. Каждый, кто заявление пишет, он указывает, для чего нужно это трехфазное. Потом наши сотрудники проверяют, смотрят, возможно технически или нет подключения этого, и потом дается на техническом совете рассматривается и дается разрешение на подключение. Из-за сложившихся обстоятельств в энергосистеме Абхазии энергетикам приходилось и приходится принимать решения, связанные с большими неудобствами для населения, вводить ограничения. Если бы не эти меры, то, по словам специалистов, произошла бы катастрофа, и энергосистему страны сохранить бы не удалось. Весной из-за дефицита в электроэнергии свет стали отключать каждые 3 часа. Отключили и немало криптоферм. Все это дало свои результаты. График изменился, но отключения пока будут продолжаться. Сейчас мы днем отключаем 1 час и ночное время 2 часа по всей республике, по графику. И это дало возможность, чтобы мы уже выдерживаем те лимиты, которые нас Россия дает, и никаких претензий от них уже нету. Энергетики надеются, что после ремонта Ингургэса ситуация изменится и ограничений не будет. Однако говорить о том, что будет завтра, пока рано. Но точно известно одно – после введения в эксплуатацию Ингургэса тарифы на электричество повысятся. Однако происходить это будет поэтапно. На сегодняшний день рассматривается ряд перспективных проектов по выводу энергетики из катастрофического положения. В связи с непростой ситуацией в этой области к населению Абхазии обращаются люди, стоявшие у истоков создания независимой энергосистемы Абхазии, с просьбой отнестись к происходящему с пониманием. Такого дефицита мощности, как сегодня есть, такого мы еще не сталкивались. Просьба ко всем нашим потребителям с пониманием отнестись к этому и поддержать энергетику. А мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы максимально обеспечить электроэнергией наше население. Обращение Юрия Кучуберия поддерживают и другие ветераны энергетической отрасли, заслуженные энергетики Республики Абхазия. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 20 апреля исполнилось 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Апсны Гапч». Первый номер газеты «Апсны» увидел свет 27 февраля 1919 года. Но после установления в Абхазии в марте 21 года советской власти газета «Апсны» была переименована в «Апсны Гапч». Редактором издания был основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулия. Газета печаталась на усовершенствованном Андреем Чочу алфавите. В его основе лежал алфавит, разработанный членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии Петром Усларом. Выход газеты продолжался до 12 февраля 1921 года. До этого времени вышло всего 85 номеров. Затем газета была временно закрыта и снова стала издаваться с 20 апреля того же 1921 года. Сегодня газета «Апсны» освещает политические, экономические, социальные и культурные события в жизни республики. Здесь нередко печатаются стихи и прозаические произведения малых форм абхазских писателей. У газеты своя читательская аудитория, которая не пропускает ни одного номера этого печатного издания.
Печальная весть. На 72-м году ушел из жизни военный историк, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Валико Меджидович Пачуля. Валико Пачуля принимал активное участие в национально-освободительном движении абхазского народа, являлся членом Народного форума Абхазии, непосредственно участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Он внес заметный вклад в изучение истории войны и вооруженных сил Абхазии, в создание архива Министерства обороны. Прошел путь от старшего лейтенанта советской армии до полковника абхазской армии. Имеет боевые награды и поощрения. К другим новостям. Из года в год в туристической и экскурсоводческой среде нашей страны бурно обсуждается вопрос о нелегальных экскурсоводах. Как показывает практика, число лжегидов растет, так как увеличивается уровень туристического потенциала республики. Следовательно, контролировать нелегальную работу экскурсоводов становится сложнее. В теме разбиралась Сария Кварасхелия. По оценке экспертов туристической отрасли, примерно половину рынка экскурсионных услуг в курортный сезон в Абхазии занимают нелегалы. Они цинично имитируют повышенный интерес к информации о нашей стране и ее достопримечательностях, но их фактические знания оставляют желать лучшего. Рассказы таких гидов нередко вводят туристов в заблуждение, и после многодневной экскурсии по Абхазии у них может сложиться ложное представление о нашей стране и ее истории в целом. Вроде бы безобидные заблуждения и мифы могут стать реальной опасностью для гостей, которые отправляются на морские прогулки, идут в походы в горную и лесную зоны, спускаются в пещеры, посещение которых связано с определенным риском. Они не знакомы с историей Абхазии или же знакомы с искаженной формой истории Абхазии. Они не имеют понятия по этнографии никаких, то есть они не владеют знаниями, в частности, в части наших обычаев, традиций, не имеют понятия Апсора и многое другое. Они не знают про наши святилища, как нужно относиться к святилищам Абхазии. Очень много моментов, которые, конечно же, смущают гидов, которые легально работают, сдают эту аттестацию, и потом они на своем рынке видят этих людей, которые, прямо скажу, непонятно как проводят экскурсии. Это, конечно же, очень смущает всех. И также хочу отметить безопасность маршрута. Им не учитывается безопасность маршрута, они вводят по заброшенным зданиям, где это аварийные здания, которые, конечно же, нельзя посещать. Когда составляется маршрут в Министерстве туризма, учитывается техника безопасности маршрута, а эти люди возят куда хотят. Вот я обычный турист, как мне определить, это вот настоящий гид или нет? Но обычный турист в первую очередь должен попросить документ, удостоверяющий то, что у гида есть лицензия на данный вид деятельности. Это первое. Также, если вы заказываете свои услуги в официальных фирмах, серьезных фирмах, тогда этих вопросов вообще не возникнет, потому что все серьезные фирмы работают только с легальными гидами, с гидами, которые получили аккредитацию, иначе у них у самих заберут лицензию. Число лжегидов растет, так как увеличивается уровень туристического потенциала республики. Следовательно, контролировать нелегальную работу экскурсоводов становится сложнее. Проблема заключается в том, что никто из них не платит налоги в бюджет республики, и без работы остаются, увы, абхазские экскурсоводы. Нелегальным бизнесом в Абхазии занимаются частные компании из Краснодарского края. Такой вид деятельности лжеэкскурсоводы скрывают и въезжают в Абхазию в основном на минивенах, а уже даже и на автобусах, под видом оказания услуг по перевозке пассажиров, что не запрещено законом. Видим только один выход из этой ситуации – это контрольные закупки, которые должны организовывать соответствующие службы, в частности ОБЭП Республики Абхазия. Штраф небольшой, он составляет 1800 рублей. Сегодня привлечь к ответственности лжегидов невозможно, так как нет соответствующего закона. Можно наказать за незаконную предпринимательскую деятельность, но и это доказать непросто. Поймать лжеэкскурсовода за руку сложно. Он весь маршрут может рассказывать программу, сидя в машине, а на самом туробъекте даже не выйти из автомобиля, чтобы не вызывать подозрений. Они устанавливают цену ниже рыночной, так как они являются одновременно гидами, водителями, директором фирмы и кассиром, потому что они находят своих туристов через социальные сети, в том числе интернет, и зачастую эти люди даже на территории Российской Федерации никак не зарегистрированы. Это просто физлица, которые с помощью рекламы в интернет набирают себе туристов. Это приезжие, получается? Это приезжие, да, это не местные жители Абхазии, это не граждане Республики Абхазия. Республиканский профсоюз экскурсоводов
Абхазии обратился в Министерство туризма республики и парламент с просьбой помочь в проблеме нелегальных экскурсоводов. Так, 13 апреля в парламенте республики состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике и реформам с участием министра туризма Теймураза Хишба, экскурсионных гидов, а также представителей Государственного таможенного комитета. Обсуждались вопросы и пути выхода из этой ситуации. В конце заседания было принято решение организовать комиссию. В комиссию будут входить представители с Министерства туризма, представители с профсоюза экскурсоводов Абхазии и Александр Владимирович Цышба по изменению законопроекта. Изменения касаются закона об экскурсионной деятельности, также затрагиваем также миграционную службу, и также по штрафам хотим внести изменения, чтобы штраф не был такой мизерный именно вот по этой структуре. И надеемся, что изменения будут приняты парламентом, Народным собранием Республики Абхазия. Вопрос надо решать именно на законодательном уровне, то есть должны быть рычаги воздействия на этих экскурсоводов, так как на сегодняшний день, если автобус заехал с нелегальными экскурсоводами, максимум, что мы можем сделать, оштрафовать его за отсутствие бейджа либо путевки. Что делать с лжегидами, если нет законных способов бороться с ними? Вопрос пока остается открытым. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. 20 апреля заслуженному врачу Абхазии, судье международной категории по гребле и парусному спорту, заслуженному тренеру СССР по гребле на байдарках и каноэ Николаю Григорьевичу Мухвари исполнилось бы 95 лет. Николай Мухвари воспитал 3 чемпионов СССР, 12 мастеров спорта СССР, 40 чемпионов Грузии. Многие его воспитанники были призерами спартакиады народов СССР. Он сам дважды становился чемпионом Грузии по парусному спорту. Являясь председателем Федерации гребли на байдарках и каноэ Абхазии, Николай Мухвари многое сделал для развития этого вида спорта. Благодаря ему секции открылись в Гале и Скурче. Депутаты Гагарского районного собрания единогласно проголосовали за избрание на должность председателя собрания Астана Агрба. Глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш поздравил Астана Агрба с избранием на должность председателя собрания Гагарского района и выразил надежду на то, что его компетентность и опыт помогут в работе по развитию Гагарского района и улучшению качества жизни его жителей. В Скворчале также состоялось первое заседание депутатов районного собрания. Председателем был избран Олег Адлейба. С 4 по 6 апреля делегация администрации города Сухум во главе с мэром Бесланом Эшба посетила с рабочим визитом Чувашскую республику, где между Сухумом и Чебоксарами было подписано соглашение об установлении побратимских отношений. В рамках визита делегация администрации Сухума также посетила Чебоксарский электроаппаратный завод и встретилась с туроператорами Чувашии. Об итогах рабочего визита в нашем следующем репортаже. Поездка в Чувашскую республику состоялась в рамках двусторонних межправительственных соглашений между Абхазией и Россией. В ходе поездки делегация из Абхазии изучала потенциал города. Как выяснилось, есть возможность наладить сотрудничество в разных направлениях. В основном это торгово-экономические взаимоотношения в области туризма, научно-технической области, а также спорта и культуры. Подводя итоги поездки, заместитель главы столичной администрации Леон Кварчи отметил, что потенциал города Чебоксары будет очень полезен не только Сухуму, но и всей республике в целом. В городе сосредоточен серьезный научно-технический потенциал, очень много промышленных предприятий, в особенности в электротехническом кластере, которые производят оборудование, которое может быть потенциально полезным для, в первую очередь, энергетической системы как города Сухум, так и всей республики в целом. Главой администрации города совместно с главой города Чебоксары были предварительно оговорены наиболее перспективные направления сотрудничества. Это в первую очередь туризм, безусловно, это возможность локализации определенных производств, которые расположены в городе Чебоксары, в городе Сухум. Речь идет о сборочном производстве на финальных стадиях технологического процесса. Мы встречались с руководителями наиболее крупных предприятий промышленных. Глава города Сухум рассказал о тех возможностях, которые есть в городе Сухум, в том числе и в логистической части, то есть рассказал о портовой инфраструктуре города. И предварительно были оговорены возможности локализации определенных производств с возможностью дальнейшего экспорта в другие страны через ту транспортную инфраструктуру, которая есть в городе Сухум.
Кроме того, состоялись встречи с представителями туристического бизнеса. В Чебоксарах есть крупные туристические объекты с достаточно серьезной инфраструктурой, которые сегодня находятся в процессе модернизации. И чувашские коллеги заинтересованы в перенаправлении туристических потоков с Чебоксар в Сухум и наоборот. Также в торгово-промышленной палате состоялась встреча с представителями деловых кругов столицы Чувашии, где были оговорены потенциальные направления взаимовыгодного сотрудничества именно в торгово-экономической сфере. В городе расположены достаточно крупные пищевые производства. Это и молочный завод, это и кондитерская фабрика, это и заводы по производству различных полуфабрикатов, которые потенциально могут быть интересны для города Сухум. Могу отметить, что на текущий момент уже есть определенный товарооборот между предприятиями пищевой промышленности города Чебоксары и города Сухум. То есть их продукция сюда определенно уже импортируется. В первую очередь это кондитерские изделия. Хочу отметить, что они достаточно высокого качества. Поэтому проговорили возможности экспорта импортных операций. В частности, также речь шла о том, чтобы те наши предприниматели, которые производят сухофрукты, а также орех-фундук, могли бы осуществлять поставки своей продукции в качестве сырья для той же кондитерской фабрики в городе Чебоксары. Кроме того, в рамках поездки делегации Сухума в столице Чувашской республики состоялось подписание соглашения об установлении побратимских отношений между Чебоксарами и Сухумом. Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварча, подводя итоги встречи, отметил, что в настоящее время проводится анализ того, как лучше организовать взаимодействие, а немного позже перейдут в практическую плоскость. Будет составлена дорожная карта поэтапно, с кем и каким образом будет организовано взаимовыгодное сотрудничество. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 20 апреля отмечает свой 65-летний юбилей советник президента Абхазии по вопросам культуры и науки Нукзар Логуа. Художник, авангардист, поэт, теоретик и общественный деятель, член Союза художников Абхазии, а также член Творческого союза профессиональных художников России. Работы Нукзара Логуа хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии, а также в частных коллекциях России, США, Великобритании, Японии, Италии, Турции и во многих других странах мира. Нукзар Логуа – доцент ТАГУ, преподаватель кафедры изобразительного искусства, председатель Международной организации художников «Апсны-Арт». В малом зале ЦВЗ открылась персональная выставка художницы-керамиста Людмилы Будяк «Мое откровение». Экспозиция объединила более 40 работ, собранных за 20 лет. Смотрите репортаж Эсмы Голанзе. Художник-керамист – довольно редкая профессия. Его заслуженно называют «человек-оркестр», ведь в нем сочетаются самые разнообразные качества – от скульптора до живописца. В умелых руках керамиста кусочек неодушевленного материала превращается в настоящий шедевр. Каждая новая работа – результат огромного труда мастера. Именно поэтому ручные изделия уникальны и всегда ценятся больше, чем заводские. Работы, выполненные в Конаково и сейчас в наше время, требует, конечно, больших знаний по керамике, по технике исполнения, по объему, по форме. И, конечно, везде присутствует именно моя Абхазия, потому что действительно даже колорит вот этот, цвет яркий, она всегда присутствует в моем сердце и присутствует в моих работах. Поэтому, делая каждую работу, ты отдаешь свое сердце, свою душу. Выставка «Мое откровение» объединила более 40 работ, среди которых керамические изделия, живопись и графика. Каждая из них – возможность окунуться в мир красок и образов, полюбоваться яркими принтами и цветочными композициями. Это один из художников-керамистов Республики Абхазия. Ее имя далеко за пределами Абхазии известно давно. И вот она за все эти периоды всегда выставлялась на высоком профессиональном уровне. У нее тонкая душа, женская лиричность и художественное достижение. Они все вместе сочетаются, поэтому видимо и выставка тоже называется с красивым названием, как у нас? «Мое откровение». На выставке представлены работы, написанные Людмилой Будяк в течение 20 лет. Многие из них не раз выставлялись на экспозициях в Абхазии и за рубежом. Работы художницы приобретены Абхазским государственным музеем, а также частными коллекционерами из Греции, Турции, Германии, Чехии и США. Это важно
для художника, когда вот все работы собираешь в одном зале, смотришь. Ты человек с тонкой душой, видно, что ты родилась здесь, в Сухуми, твоя любовь к городу, к Абхазии, по твоим работам, это все видно. Выставка продлится до 30 апреля. У всех желающих есть возможность посетить экспозицию и насладиться прекрасными весенними работами Людмилы Будяк. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду, 21 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С ночи и до второй половины дня умеренный дождь, местами переходящий в сильный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 8-13, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.